Это цилиндрический доволок, он здесь сбоку открывается, внутри металлической трубочкой, туда вкладываются дувалар, краткие коранические тексты, которые впоследствии девушка носит на себе. Само это украшение касиде несло защитную функцию. Это части старинного крымско-татарского нагрудного украшения касиде, которое хорошо сохранилось до наших дней. Оно находится в частной коллекции и сейчас представлено на выставке в Крымско-татарском музее. Изучив украшение, культуролог Эвелина Асанова сделала открытие. Его автор – один из самых известных филигранщиков прошлого. Привлекла внимание техника исполнения, довольно сложная. Это как бы традиционная крымско-татарская филигрань, но есть элементы, которые особо выделяются. На украшении, что добавляет особой ценности, сохранилось клеймо мастера. Это две буквы ЗИ, что позволило нам предположить, что это работа одного из самых известных крымско-татарских мастеров прошлого века Устабашы Зекирии Ибрагима. Мы познакомились с Наиле, девушкой, которой принадлежит это украшение. Она правнучка Нурия Битай, для которой было изготовлено данное касиде. Нурия Битай родилась в 1892 году в Озенбаше, и, вероятно, когда она выходила замуж, либо семья жениха, либо ее семья заказали данное украшение в Бахчисарае у Устабашы Зекирии Ибрагима. Зекирия Ибрагим работал в конце 19-го, начале 20 веков в Бахчисарае. Был главным мастером среди бахчисарайских филигранщиков Куюмджи. Статус Устабашы бахчисарайских мастеров автоматически его причислял к главному мастеру среди всех крымских мастеров, так как Бахчисарай был такой негласной ремесленной столицей. Он работал в старинных техниках, изучал традиционные украшения, сотрудничал с Усином Баданинским для создания коллекции при музее в Ханском дворце и также принимал активное участие в создании и подготовке украшений для Парижской выставки 1925 года. Работы Зекирии Ибрагима заняли призовое место на международной выставке в Париже. Касиде – не единственное сохранившееся украшение мастера. Браслет Капара Белезлек его авторства хранится в фондах музея при Хан-Сарае. Некоторые изделия находятся в частных коллекциях. Что особенно привлекает внимание в данной работе – орнаментальное наполнение цилиндрического доволока. Зачастую в работах мастеров 20 века использовался элемент эгридал – изогнутая ветвь. Здесь мы видим такое более сложное композиционное наполнение. Традиции филигранного искусства Зекирии Ибрагима продолжают жить и в работах современных мастеров. Стиль его работ, конечно, оказал большое влияние на многих мастеров, и в том числе на наследие моего Карпубашки, так как отец моего Карпубашки был учеником Устабашы Зекирии Ибрагима. И в детстве, будучи подростком, ребенком, некоторое время Карпубам жил в семье Устабашы Зекирии Ибрагима и также имел возможность общаться с мастером и обучаться у него. Старинное касиде – украшение, которое сейчас редко встречается в музейных и частных коллекциях. Хотя раньше оно было неотъемлемой частью приданого девушки и встречалось практически в каждой семье. Это большая ценность, что работа мастера, который более 100 лет назад изготовил его для семьи из Озенбаша, продолжает храниться в этой семье, передаваться из поколения в поколение. И то, что мы можем узнать имя этого мастера, то, что оно также сохранится в истории, это большая ценность.